прогноз на главный бой вечера. Я думаю, что Хабиб выиграет, если ничего экстраординарного не случится, но по раскладам должен Хабиб выиграть. Куцелаба, да, Куцелаба взвесился, все нормально. Все взвесились. Через минут 19 начнутся первые дуэли взглядов, поэтому ждем все вместе. С Лилией Шакировой интервью сегодня выйдет, оно уже залито на канал по закрытому доступу. Я думаю, через часа 3 опубликуем, поэтому смотрите на YouTube, там прикольно. Лилия очень интересный персонаж, и о ней, пока мало действительно информации. Анкалаев взвесился, все с ним в порядке. Face-to-face через 19 минут начнется. Рус Гапоев, спасибо за то, что смотришь только нас и Труджим. Вот Труджим сейчас здесь бегает, готовит бой Чоршанбе. И видео со взвешивания. На самом деле, это очень такой старательный человек оказался. Не просто, знаете, переводит видео. Это так с первого взгляда не скажешь. Ты реально хотел Чоршанбе еще поставить? Не, мы туда раньше поставили. Вот, Чоршанбе написал, да, я тут видел. Вот, Чорш, привет, Чорш. Труджим передает привет Чоршанбе. Face-to-face через 18 минут. Бурдахан Шабанов вот пишет, отвечаю через 19 минут. Бой у Хамзата Чимаева, скорее всего, в декабре будет. Ну, по крайней мере, так планируется, типа на 19 декабря. Но пока нет ничего официального. У Хабиба, да, был усталый вид, но это бесоглонка. Все, в принципе, логично. Оливейра очень такой опытный чувак. У Алекса Оливейра, по-моему, 18 боев в UFC, у Шавката Рахмонова 12. Оливейра как минимум сильно опытнее и достаточно такой, интересный боец, прикольный. Хотя и безумный, знаете, у Оливейра была история, я что-то наткнулся недавно, как он рассказывал, что, мол, что-то праздновал там дома с семьей, выходит он из дома, видит, как его друг упал на землю от того, что ему кто-то камень в голову кинул. И, короче, Оливейра вышел против 40 человек и всех положил. Вот такая у него была история. Насколько в это верите, сами решайте. Бой завтра вечером, друзья. Завтра вечером. Wrestling Team Ship. Можно на тебя подписаться? Нужно. Спасибо большое. Если подпишешься, это будет круто. Тут показывают церемонию взвешивания. Церемония взвешивания прошла. Если хотите посмотреть, можете отмотать чуть назад. Скоро, совсем скоро, уже через 16 минут будут дуэли взглядов. Завтра вечером в 6 часов начинается весь турнир. Главный карт начинается в 9 вечера. Умар выбыл из-за того, что подхватил инфекцию. Официально объявили, что это стафилококк. И с температурой его в Дубае, насколько я знаю, положили в больницу. Бой по Москве завтра в полночь. Тарасов Чоршанбе, это шутка была, не знаю, надо у Труджима спросить. Лилия дерется с Лорен Мерфи. Лорен Мерфи — это 5-й номер в рейтинге наилегчайшего веса в женском дивизионе. Она на серии из 3 побед. Если Лилия Шакирова ее выигрывает в дебюте, то Лилия автоматически попадает в топ-5 своего веса. Это вес, где как раз чемпионка, кстати, Шевченко. У нее есть шанс прям залететь сходу в UFC. Прямой эфир. В общем, все здесь. Поэтому смотрите. Да, нахожусь в Абу-Даби.
Заходите на наш канал, смотрите, там очень много влогов с того, как здесь вообще все происходит, изнутри и прочее. И очень много видосов. Яша против Тарасова. Ой. Говорит, рука травмирована. Сильное заявление Якова Летова. Слабо вроде проблем не должно быть, но в прошлый раз проблемы появились уже после взвешивания, поэтому загадывать, наверное, не стоит. Погода 35 градусов, жарковато. Алекс Оливье. Куцелаба был, взвесился последним, да. Бой Хабиба примерно в полночь по Москве. Чоршамбе в UFC, но если бы год назад спросили бы, я бы, наверное, сказал, что нет. А сейчас, знаете, с такими тенденциями, всякое может быть. Ему сначала нужно пера его побить. Вот Яков говорит, что нужно сделать... И, мне кажется, достаточно... Хабиб самым-самым первым взвесился. Вот если вы открутите в самое начало трансляции, то увидите. Либо перейдете к нам на канал, и там взвешивание в хорошем качестве Хабиба и Гаджи. Вот пишет человек по НСК, не знаю, по НСК, что вы имеете в виду, по МСК бой примерно в полночь, а там уже по НСК, если это Новосибирск, то посмотрите, пожалуйста, ну, сравните с часовым поясом Москвы. Битва взглядов через 12 минут. Выйти на битву взглядов, да, сейчас выскочу. Битва взглядов с тенью. Майкл Чендлер ни с кем не дерется, он запасной. Ямши-блогер Русь каналем Габуна Балингасла. Кутаман, Узбекистан. Что кто-то из них слетит, поэтому Гейджи, возможно, Чендлер, прошу прощения, возможно, просто сделал вес. Хабиб порвет энтропы у Инс. Было 4000 в какой-то момент. Ну, а? Да, да. У Александра Яковлева, к сожалению, наверное, и взял бы интервью, но у него какое-то настроение было до турнира не очень. После боя, если выиграет, обязательно, конечно, сделаем. Если проиграет, если будет не против, то тоже сделаем. Замужем ли я? Да, я замужем. Он замужем, женатый. Все, понимаешь? Скажи, сейчас взвешивание. Не знаю, не люблю вещать перед камерой, проще так. Прогноз на Анкалаев Куцелабу тяжело вообще делать. Очень интересный бой, реально. Не знаю. Да, реально, вот Яков сказал хорошую мысль. Может, даже будет боем вечера. Кстати, реально очень хороший старт. Мне кажется, они прям зарубятся с самого начала.